Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главных событиях. Третья российская вакцина от коронавируса должна стать самой массовой. В марте планируется произвести 120 тысяч доз. Проходчики подземных горизонтов. Такое прозвище получили строители шахт. Наши коллеги подготовили сюжет об их трудовых буднях. А стать первопроходцем на Марсе теперь может каждый. НАСА опубликовала подробное видео высадки исследовательского аппарата. Россия заняла 18 место в Европе по уровню безработицы. Самый низкий показатель в конце 2020 года наблюдался в Чехии, а наибольший в Испании и Греции. Россия находится на 18-й строчке. Прошедший год для мировой экономики оказался одним из самых трудных с момента окончания Второй мировой войны, что в основном вызвано пандемией коронавируса. Дополнительные сложности были связаны с повсеместными ограничениями в работе бизнеса и запретами на передвижение граждан. Поэтому работа многих компаний была почти полностью остановлена, а целые секторы столкнулись с многократным падением выручки. Некоторые услуги и товары россиянам лучше оплачивать банковской картой, а не наличными, чтобы в будущем легче было получить по ним налоговые вычеты. Это лекарства, образовательные услуги для себя и детей, а также медицинские услуги для всех членов семьи. Напомним, налоговая служба сейчас готовит упрощенный механизм получения социальных налоговых вычетов. Чтобы получить деньги россиянам, не придется подавать никаких документов. Налоговики сделают все сами на основании данных онлайн-касс. Наиболее популярные в этой категории вычеты на образование. Можно вернуть себе часть затрат на обучение себя, своих детей, подопечных, братьев и сестер. Главное, чтобы школа, которая оказывает эти услуги, например, курсы повышения квалификации или иностранного языка, имела лицензию образовательного учреждения. Третья вакцина от ковида может стать основной. Ее уже зарегистрировали в России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Препарат Ковивак разработал научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова-РАН. Первые 120 тысяч доз вакцины запустят в гражданский оборот в середине марта. Отметим, что сегодня Россия единственная страна, где есть уже 3 вакцины для профилактики коронавируса. Ученики средних и старших классов Саха-политехнического лицея, обучающиеся в основном корпусе в Якутске, перейдут на дистанционное обучение до 5 марта. Решение принято из-за увеличения заболевших ОРВИ и коронавирусом детей. При этом это не касается тех, кто учится в дополнительных зданиях, сказал начальник управления образования Якутска Алексей Семенов. По его словам, в дополнительных зданиях учатся ученики начальных классов. Запись детей в школу теперь можно будет произвести через госуслуги. В Министерстве просвещения России подготовили проект соответствующего приказа. В нем говорится, что запись в школы должна проходить и в электронном виде. Производиться это будет посредством единого портала государственных и муниципальных услуг. Теперь проекту приказа Минпросвещения нужно пройти согласование с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны. Приказ также устанавливает временные интервалы для записи, чтобы прием проводился организованно и в равных условиях. Пожар унес жизнь человека в Якутии. 23 февраля загорелся 4-квартирный жилой дом в Тамоте Алданского района. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения частично горела кровля дома, а также одна из квартир. Пожарными из горящего дома была спасена женщина. В ходе тушения огнеборцы нашли тело погибшего мужчины. В результате пожара частично огнем повреждена кровля дома и одна из квартир на общей площади 80 квадратных метров. В целях установления причины обстоятельств на месте работали дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета. В тушении было задействовано 6 единиц пожарной техники и 29 человек личного состава. Проходчики подземных горизонтов, так называют строителей шахт. Они покоряют подземные глубины и говорят, что очень любят свою работу. Ирина Балкова встретилась с шахтерами. Каждый рисунок из пробуренных скважин в забое своеобразен по-своему, поэтому свою профессию Павел Великанов называет творческой, а себя сравнивает с художником. Каждая скважина имеет свой характер, одна капризничает и бурению поддается с трудом, другая наоборот.
Лучшей профессии нет, чем машинист буровой установки. Интересная профессия. Каждый день наряд другой. Разнообразие. А вот новый буровой станок для Павла Великанова – живой организм. С легкого нажатия кнопки он начинает двигаться, бурить и шуметь, будто улавливает каждое слово машиниста. О такой технике кто-то мечтает, а мы уже работаем, говорит наш герой. От зоркого глаза Бориса Иршова не уйти никому, даже Павлу на его новой технике. Борис отслеживает правильное бурение скважин, сохранение техники безопасности в забое. Он начальник участка, знает в Удачинской подземке каждый камешек. Стоял у истоков строительства подземного рудника имени Федора Андреева. Я вырос в шахтерском городке и считал шахтеров мужественными, ответственными и сильными духом людьми. Ну и, естественно, потому что это трудная и интересная работа. Отточенные движения, в глазах искорка. Впечатление, что и подниматься на гора не хочется. Так могут болеть за свою работу только люди, искренне любящие и знающие свою профессию. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Вместо глобального потепления человечество ждет малый ледниковый период. Об этом заявил океанолог, академик РАН Геннадий Матишев. Также ученый заявил, что если бы были правы сторонники теории о глобальном потеплении, то лед в Арктике бы уже растаял. По его словам, теплый период подошел к концу, а климат повернулся в сторону холодного цикла. Он подчеркнул, что климат цикличен и призвал обратить внимание на Антарктиду. Писатели, блогеры и журналисты подписали обращение к правительству и мэрии Москвы о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что решения по вопросу будут принимать с учетом мнения москвичей. В свою очередь, зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что голосование запустят завтра, 25 февраля, на нескольких площадках на базе «Активного гражданина» и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два – памятник Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому. В Екатеринбурге состоялась открытая лекция «Становление и развитие якутского кино». Ее прочла продюсер, представитель кинокомпании «Сахафильм» Сардана Савина. Эксперт рассказала, как развивался кинематограф региона, благодаря чему в последние десятилетия ему удалось завоевать прочные позиции в российском и мировом кино, каковы проблемы и перспективы. Напомним, 18 февраля был премьерный показ мистической драмы о якутской колдунье «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова. Картина «Победитель Кинотавра-2020». Кроме того, состоялись показы фильма «Царь-птица», победитель Московского международного кинофестиваля, встреча с режиссером Эдуардом Новиковым, были показаны и картины «Надо мной солнце не садится», «Первая любовь» и другие. Фильмы шли на якутском языке с русскими субтитрами. В столице региона в Ледовом дворце Элейботур состоялся финал открытого городского чемпионата по хоккею. В состязаниях приняли участие более 250 человек из города Якутска, а также из Хангаласского, Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского районов. Наш корреспондент Светлана Неустроева наблюдала за ходом соревнований. Крики болельщиков, стук клюшек по полу и нешуточные эмоции. Почти год якутские хоккеисты не выходили на лед здесь, в Ледовом дворце Элейботур. В прошлом году регулярные состязания были прерваны еще в марте в связи с эпидемиологической ситуацией. В прошлом году весь год были соревнования. К сожалению, в марте закончили, и у нас получился один тур недоигранный, половина тура. Да. По результатам двух туров не стали победу никому отдавать. Конечно, 8 месяцев пропустили, но активно играли на улице, на грейсе был каток. Ну, то есть форму поддерживали. Кто-то вспомнил о стадионах, начали бегать, играть в футбол, поэтому форму поддерживали и в тренажерном зале. Форму, надо сказать, удалось поддержать на прежнем уровне. И, как и в прошлых годах, достойно выступить с давним противником – командой «Якутскэнерго». Правда, как признаются ветераны, одержать победу удалось во многом благодаря отсутствию лидирующего спортсмена противников. Основной игрок «Якутскэнерго» был выключен, но, к сожалению, не принял участие в игре в связи с травмой.
Поэтому нам было чуть-чуть полегче. А так это каждый год заруба, поэтому приятно посмотреть. И в этом году был у нас усеченный чемпионат. Мы обычно регулярку проводим в 3 тура. В этом году провели в 1 тур, поэтому быстротечно так за февраль месяц закончили. Обычно растягиваем с ноября по апрель месяц. В чемпионате также приняли участие и команды из других районов республики. Так, команде «Сокол» удалось завоевать 3-е место среди своей лиги ветеранов 40+. По словам спортсменов, в хоккее они уже с 70-х годов, со времен турнира «Золотая шайба». К сожалению, в Улусах нет очень мало крытых хоккейных кортов, о чем улусы мечтают. Открытые площадки есть в Усть-Алданском, Намском, Мегино-Кангаласском, Улусах, но открытые площадки, к сожалению, дают мало возможностей играть, тренироваться, потому что зимы у нас жесткие и низкие температуры, сверхнизкие, не позволяют играть в полную силу, тренироваться всю зиму. По итогам соревнований первые места в 3 лигах завоевали команды «Ветеран», «Норд» и «Якутск-1». Вторые места – «Якутск-Энерго», «Якбор» и «Якутск-2». 3-е же место осталось за командами «Сокол», «Полярник» и «Сборная-2». Саргалана Неустроева, Джулус Иннокентьев, Якутск. НАСА опубликовала видео посадки на Марс новейшего ровера Perseverance. Во всемирной паутине оно значится под заголовком «Как совершить посадку на Марс». Его сняли в минуты высадки на огненную планету. Зонд начал передавать черно-белые снимки Марса практически сразу, однако для получения более тяжелых видеофайлов с его камер НАСА потребовалось несколько дней. Марс, каким его не видели никогда, заявил представитель агентства в связи с публикацией видео. НАСА отметили, что благодаря полученным данным каждый может испытать возможность посадки на Красную планету. Камера зонда вела съемку всего процесса, от выпуска парашюта до приземления аппарата. Однако камере не удалось, вопреки ожиданиям, записать звук. На представленных кадрах процесс сопровождается командами и комментариями Центра управления. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.